Здравствуйте! Вы смотрите телевизионный альманах Русского географического общества, и я его ведущий Рустам Сираздинов. Вопросы, связанные с организацией работы башкирского отделения РГО летом этого года, были рассмотрены на прошедшем недавно заседании Совета регионального отделения. Мы бы хотели, сделать экспедицию по реке Деме, где он родился, он ее воспел в стихах своих. Экспедицию на автомашинах. Если мы детей повезем и будем показывать музеи, достопримечательности какие-то, вечером костер обязательно, рассказы, встречу, я думаю, что мы Мустае Кариму какую-то дань определенную отдадим. Исполняющий обязанности председателя регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан Вячеслав Аброщенко сообщил членам Совета об одном из главных планируемых мероприятий – детской экспедиции по бассейну реки Дема, посвященной столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана, героя соцтруда, фронтовика Мустая Карима. Член Совета, заслуженный путешественник и турист СССР и России Вадим Марушин, идейный вдохновитель этого автопробега, рассказал о своем видении экспедиции, о ее целях и задачах. Каждый район должен представить себя, как бы визитную карточку дать, что из себя представляет этот район. Это визитная карточка. Желательно, чтобы каждый район имел свое лицо в виде или какой-то банданы, или каких-то других атрибутов, чтобы они отличались. Также на заседании Совета регионального отделения РГО были утверждены сроки экспедиции на главный Кавказский хребет в Кабардино-Балкарскую республику. С 10 по 27 октября в Нальчик вылетает группа в составе руководителя туристической комиссии Совета Александра Лынника, действительного члена РГО, блогера и восходителя Олега Чагадаева и руководителя медиагруппы башкирского отделения РГО Рустама Сирзиддинова. Цель экспедиции – подняться 20 октября, в день рождения Мустая Карима, на пик, носящий его имя, и транслировать репортаж в прямом эфире на торжественном собрании, посвященном этой знаменательной дате. Готовим репортаж с помощью Рустама Сирзиддинова. И 20-го выдаем на гора прямой репортаж с вершины пика Мустая Карима. Значит, в эту группу входит пока председатель Олег Чагадаев. Он там еще по своей программе, возможно, будет работать. У нас еще есть пик Кулиева. Вячеслав Аброщенко рассказал членам Совета о своем участии в совещании региональных председателей РГО в Туле, а также предложил обратиться к властям города Уфы с предложением установить памятную доску первому гражданскому губернатору Уфы, действительному члену Императорского русского географического общества Якову Ханыкову на одном из исторических зданий на улице Гоголя, которое ранее носило название Ханыковское. Почетный председатель башкирского отделения РГО Камиль Зиганшин представил членам Совета свою новую переизданную книгу «Щедрый Буге». С юбилеем члены Совета поздравили свою коллегу, ученого-секретаря Закиру Латыпову. Главный координатор акции «Международный географический диктант» в Башкирии, ответственный представитель РГО по организации поездок детей из республики международные детские лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» Закира Латыпова вносит огромный вклад в работу отделения. Она удивительный, мягкий, отзывчивый, добрый такой человек, который как бы располагает к себе. Социальная акция РГО «География детям» прошла в Уфимском детском доме номер 9. Волонтеры и активисты башкирского отделения Русского географического общества подготовили для воспитанников детского дома настоящий географический праздник. Впрочем, перед праздником ребята немного потрудились. Поработали на экологическом субботнике во дворе детского дома. А затем приняли участие в увлекательной географической викторине, организованной волонтерами из школ Орджоникидзевского района. Победители викторины были награждены призами, в том числе и от Русского географического общества. Подарки РГО были вручены и самому детскому дому номер 9. Огромная карта Российской Федерации, лучшие работы башкирских фотохудожников, финалистов республиканского фотоконкурса «Живая природа Башкортостана» и многое другое. Мы вам привезли лучшие работы в разных номинациях. Я надеюсь, что вы найдете место для этих работ. А вы, ребята, будете знать, что подарили эти работы вам
представителей Русского географического общества. Молодые волонтеры получили специальное удостоверение из рук руководителя башкирского отделения РГО Вячеслава Аброщенко. С большим интересом ребята посмотрели видеофильм об обитателях океанских глубин, узнали много нового об акулах, скатах, моллюсках. Познакомились с четвероногими питомцами клуба дрессировки детского эколого-биологического центра «Эко-Рост». Приняли участие в мастер-классах. Детям это очень интересно. Мы смотрим на них, они с впечатлением смотрят, значит, что мы показываем. Я думаю, что большое впечатление останется у детей об этой географической акции. Всероссийская социальная акция Русского географического общества «География детям» проводится с осени прошлого года. Образовательно-просветительское мероприятие организуется при участии региональных отделений и молодежных клубов для детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжит наш телевизионный альманах фильм, снятый этой весной в Астраханской области. Вместе с группой уфимских рыболовов наша съемочная группа отправилась на юг России, чтобы рассказать об особенностях весенней рыбалки в дельте Волги. Рыболовная база гостиница «Подводный рай» всегда с особым гостеприимством встречает гостей из Башкирии. Давняя дружба связывает хозяев подводного рая со съемочной группой «Моей планеты». На этот раз в плавучей гостинице на Карайском банке высадился уфимский десант в составе Олега и Алексея Егошиных, Альберта Галиуддинова, Александра Мегидирова, Дмитрия Чухонцева, Владимира Рязанова и Рафаэля Янгирова. Планы на ближайшие 4 дня амбициозные – обловить все рыбные места на Карайском банке и поймать настоящие астраханские трофеи. Не теряя времени, сразу по прибытии на базу отправляемся на рыбалку. В нашей команде 2 заслуженных пенсионера. Свояки Алексей Егошин и Альберт Галиуддинов. На астраханской рыбалке впервые, хотя рыболовный опыт за плечами большой. Обловили почти все известные водоемы Башкортостана. Для наших ветеранов дельта кажется настоящим рыболовным раем. Мой первый астраханский жерех. Но тот был, который ушел, был крупнее. Отличный вообще. Отличный, отличный. Этого берем. Это очень хороший жерех, он больше, чем те, которые были. Такую рыбу я, конечно, вот первый раз еще вытаскиваю. Сколько? Вот 2. 200. 200? Да, это хорошее, это можно взять. Ну давай возьмем. Таких не отпускаю. Да. В апреле в дельте Волги жерех – один из самых активных хищников. Отличительным признаком блеснения жереха является очень быстрая проводка приманки прямо под поверхностью воды. Приманка забрасывается за место стоянки жереха и сразу же в высоком темпе проводится прямо под поверхностью воды. Поклевка у жереха необычайно жесткая. Она ощущается как настоящий рывок даже на запястье. По сложности вываживания жерех не уступает ни одной другой рыбе. Ну, такой не очень большой, но есть. Отпускаем. Этот чуть побольше. А принцип-то такой же. Сначала была поклевка, потом он, чувствуется, его догнал. Вот так. Ну, это второй заброс, второй жерех. Думали, сазанья яма, оказалась жереховая. А вот сколько забросов сделал и сколько жерехов вытащил?
10 забросов, 7 жерехов. Ну, 2 из них крупненьких, остальных всех выпустили. Владимир Рязанов, президент Уфимского клуба подводных охотников «Талкас», опытный рыболов-спортсмен. В дельте Волги рыбачит не первый год. Да и сам Карайский банк и местные ерики знают как свои 5 пальцев. Любимый вид ловли – спиннинг, любимый хищник – жерех. В чем особенности ловли жереха в этом году? Да, практически то же самое, что и в прошлом году. Да? Основная снасть, на которую в этом году брал жерех, это блесна Кастмастер. Я даже покажу. И чем тяжелее, на самом деле, тем лучше. Обычно мы использовали Кастмастера 36. В этом году работал Кастмастер 41 грамм. Очень хорошо брал, очень много поклевок. Единственное, что, конечно, не хватало трофейных жерехов, таких по 5-6 килограмм, которые были в прошлом году. В этом году улов составил 2,5-3 килограмма. Вчера мы поймали порядка 35 жерехов, да, из них мы зачетных, таких по 2,5-3 килограмма, оставили 4 штуки. Ну вот сегодня покажи, что мы оставили. Ну, сегодня небольшой улов, но жерех есть. Жерех есть. Вот такие вот небольшие, где-то по 2,5, по 3 килограмма жереха. Но мы вот себе оставили буквально 5 штучек. То есть остальных всех выпускали. Ну, вот такой вот жерешок он есть. Вот. Володя, с какой глубины брал? Вот здесь яма порядка 15 метров. Значит, а весь жерех вдоль берега в основном брал как бы на выходе с ямы. Поэтому вот такая особенность. Надо проводочку по яме делать. И на бровке где-то как раз стоит жерех. Но вот он еще зимний, это местный жерех, то есть это еще не проходной. Поэтому... Ты еще многоуровневое делал, да? Да. Сегодня жереха достаточно много. Но это весь местный жерех, то есть еще с моря не зашел. Если Володя отрывался на жерехе с помощью классического Кастмастера, другая группа из уфимской команды, Рафаэль Янгиров и Олег Игошин, экспериментировали на новых насадках. Трубчатая, значит, посоветовали в магазине клевое место. Сейчас будем ловить, пробовать. Маленький жерешок. Вот таких мы отпускаем. С ловли жереха Олег Игошин плавно переходит на ловлю судака. О, Жан, судачочек. Кстати, вот как описывает повадки судака Леонид Павлович Сабанеев. Большую часть года судак держится на дне, в глубоких местах реки, хрящеватым или песчаным дном и обрывистыми берегами. На поверхность воды, также в заливы и на мели, он выходит только во время нереста или гоняет за добычей, обыкновенно утром и вечером. В тихие, ясные вечера судаки нередко небольшими стайками гуляют на поверхности. Конец цитаты. Выходит немножко. Судачок. Хороший. Небольшой такой, маленький судачок. Вот мандула работает. Судачки, конечно, мелковаты, но мы же их не для ухи ловим, а ради удовольствия. Отпускаем? Конечно. По крайней мере, убедились в том, что оснастка со странным названием «мандула» действительно уловиста и хорошо работает на судака. Вечером собравшиеся на пирсе уфимские команды подводят итоги рыболовного дня. Сазанчика поймала маленького, 32 сантиметра. Отпустил? Конечно. Отпустили, да? До 40 же. Второй день рыбалки, и мы с Володей ловим сазана. 2 года назад в этих же местах мы неплохо обловили с ним несколько сазаньих омутов Петрухинского ерика. Из-под одной коряги вытащили аж целых 20 экземпляров. В этом году правила любительского рыболовства в Астраханской области изменились, в частности и в ловле сазана. Теперь любительский вылов рыбы запрещен с 16 мая по 20 июня повсеместно, кроме участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. Суточная норма вылова сазана не более 5 килограммов в сутки, а суммарная суточная норма вылова рыбы для всех видов, кроме сама, не более 10 килограммов или один экземпляр более 10 килограммов. За дни, проведенные в подводном рае, самый большой выловленный сазан потянул на 9 килограммов 600 граммов. Поймал такого и отдыхай сутки. Заслужил. Хороший залежи. Вообще это... Сейчас. Ну, вот, ага. Это не вы кадр сделал, чуть повыше, да? Это не мы поймали. Ну, понятно, но такого вытащить, да?
Хоть и закрыли в этом году для рыболовов-любителей Петрухин ерик, сазаньих мест в дельте Волги предостаточно. Нужно только приноровиться к этой рыбе. Нужно знать, что сазан, речь в данном случае идет не о проходном морском сазане, а о местном, любит держаться поблизости от притоков каналов, которые приносят корм в глубоких ямах, у коряг, высоких берегов, заросших руслах и у притоков с мутной водой. Благодаря интуиции Владимира Рязанова и местных егерей с базы «Подводный рай» нам удалось отлично половить и сазана. Правда, большую часть пойманной рыбы мы выпускали. Размер неподходящий. Все, с почином. Спасибо. Ну, мы таких мелких не берем, мы их отпускаем, поэтому... Ну, в любом случае, первый. Целовать не забудь. Так что все как положено. Вырезал. Специальная мерная палочка, Харисович. Иди, вот встань, смотри, как мерит. О, он даже 45. Я 45 отмерил. Ага. Ну, 45. 45. Подходит? Подходит. Подходит, вот. Да. 45. Плыви, расти. Да. Маму с папой зовите. Есть. Тоже маленький. Тут уже и крючочек посерьезнее. Сазан удался, да. Ловить хорошую рыбу очень приятно, но согласитесь, съесть хорошо приготовленное блюдо из собственноручно пойманной рыбы еще приятнее. Тем более, что если его готовит настоящий повар-профессионал. Так, это у нас судак. Судака обработаем. В первую очередь мы срежем плавнички. Все они нам не нужны. В первую очередь мы присолим, приперчим. Теперь у меня здесь сметана. Ну, наверное, ложки 3. Здесь у меня приправа для рыбы. 2 сортов, 2 видов. Я смешиваю со сметаной. Каждого судачка смазываем немножечко снутри, потом, значит, снаружи. Это называется, мы маринуем его. Брюшко зубочисткой фиксируем, чтобы она у нас на противне не падала, стояла, можно сказать, как в плавучем состоянии. Вот видите? Так, мы рыбу замариновали. Она у нас полежит 1,5 часа под маринадом. Потом мы запекаем в духовочке при 180 градусах минут 25-30. Запекли ее. Ну, теперь уже начинаем украшать. Украшаем, конечно, каждый в своей произвольной форме. Но я, например, украшаю из тех продуктов, что у нас есть. Сейчас еще лета нет. Конечно, продукты ограниченные, особенно овощи. Поэтому делаю то, что из того, что есть. Все. Пожалуйста, наша рыбка. Приятного вам аппетита. Добро пожаловать к нам в гостиницу «Подводный рай», Астраханская область. Мы вас вкусно накормим, красиво подадим. И вообще у нас все замечательно. И у нас очень хороший, добрый коллектив. Приятного аппетита всем. Сегодня у нас заливное из курицы, селедка под шубой, запеченный судак, печеночные оладьи и жареный. Это сазан, да? Сазан. И жареный сазан. Вот. Все приготовлено очень вкусно. После хорошей рыбалки самый раз поужинать. 4 дня, проведенные в подводном рае, действительно показались райскими. Активный отдых на рыбалке, незабываемые вечера на базе в кают-компании, общение с друзьями – все это надолго останется в памяти.
Мы приезжаем сюда уже не первый раз, это наша третья поездка. Приехали мы сюда на машине в Астрахань. Елена нас, хозяйка базы, в очередной раз встретила. Был оформлен трансфер до места. Сюда приехали на катере. И в наши знакомые места вот располагаемся мы на базе «Подводный рай». Корпус наш называется «Ю-отель». Здесь номера типа люкс, то есть двухкомнатные, однокомнатные номера с одноместным размещением. Есть кают-компания, место для отдыха. Условия здесь, конечно, для нас организовывают шикарные. В принципе, поэтому мы сюда ездим. Не только насладиться рыбалкой в этих замечательных местах, но также и после рыбалки замечательно отдохнуть. То есть питание, проживание здесь на самом высоком уровне. Рыбалка у нас прошла отлично. Мы видели и трофейных сазанов, то есть это и под 10 килограмм, и побили рекорды и по жереху, то есть это под 5 килограмм. Рыбу видели всю рыбу, и судака, то есть то, что мы ожидали, мы получили. Все-таки рыбалка в дельте Волги, она отличается от любой другой рыбалки. Именно поэтому мы сюда и приезжаем, несмотря на все расстояния, затраты, работу и временные затраты в первую очередь. Рыбалка удалась! Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Жду ваших откликов и предложений на сайте rgo-rb.ru и в Фейсбуке в группе «Моя планета Башкортостан». До свидания.